Разве что лишенные зрения не слышали, как ингуши говорят, что взамен на потерянный ими пригородный район дали сразу аж 3 района, а именно Наурский, Каргалинский и Шелковской районы Чечни. Мы, чеченцы, прекрасно понимаем, что это очередные фантазии протестантов, мечтающих о чеченских землях. Эти же люди, которые во время войны в Чечении передвигали границу Ингушетии Сунжинского района вглубь Чечни, пока у нас шла война. В итоге власти Чечни узнали об этом и в 2018 году вернули украденные земли. В качестве доказательства того, что за потерянный пригородный район Чечено-Ингушетии России ничего не давало, мы прибегнем к ингушской газете, которая называлась «Сердало», который дал интервью ингуш Бембулат Богатырев, российский и ингушский политик, народный депутат. Утверждение о том, что ингушам за пригородный район и часть Малгобекского района без их согласия, оставленных Северной Осетией в 1957 году, дали Наурский, Каргалинский и Шелковской районы, такая же правда, как то, что из 12 апостолов Иисуса Христа 11 скифы, а Святая Мария, осетинка по национальности, и что Рейкьявик, Мадрид, Лиссабон и Лондон основаны осетинами. Ингуши не жили никогда в этих районах, не живут они там и сейчас. Там живут казаки, чеченцы и нагайцы. Ближайший от Ингушетии Наурский район находится от нее через полосно на расстоянии 60 километров. Так что ингушам взамен их аннексированной родины никто и ничего не давал. И это хорошо знают те, кто распускает такие слухи, да и не согласятся ингуши на такую компенсацию. Родиной не торгуют. Как мы видим из уст самих же ингушей, то, что ингушам что-то давали за пригородный район, не более чем слухи, а ингуши больше всех любят распускать слухи, особенно если это касается своих восточных соседей чеченцев.